Мгм. Добрый день, уважаемые слушатели, неравнодушные к проблеме ВИЧ-инфекции и желающие узнать больше о биологии опасного для здоровья и жизни человека вируса. Важность нашей встречи объясняется положительной динамикой ВИЧ-инфицированных на территории Республики Коми. Данная ситуация отмечена Межведомственной комиссией по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории Республики Коми, которая состоялась 28 мая 2019 года под председательством Натальи Алексеевны Михальченковой. С целью информирования граждан Республики Коми о биологических и социальных факторах ВИЧ-инфекции Коми Республиканский институт развития образования совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями разработана серия обучающих мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции. Сюда включаются вебинары и дистанционное обучение. Вам предлагается следующая тематика вебинаров. Первый вебинар, который состоится сегодня, называется «ВИЧ-инфекция. Пути заражения, способы профилактики». Второй вебинар «Диагностика ВИЧ-инфекции» пройдет в октябре. В ноябре мы приглашаем вас на вебинар «Беременность и ВИЧ-инфекция». Вебинары можно просматривать как в режиме онлайн, так и в записи на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Видеозал». На слайде вы видите титульную страницу Коми Республиканского института развития образования. Находите вкладку «Видеозал». Заходите туда, далее выбираете раздел «Вебинары, семинары, совещания» и можно просматривать вебинары. Вторая форма обучающего блока – это дистанционное обучение по модулю профилактика ВИЧ-инфекция на рабочих местах. Содержание этого модуля размещено на портале «Единая система дистанционного обучения Республики Коми». Находим данный портал, заходим в раздел «Образование граждан». Далее «Открытые курсы». Выбираем. Так, «Открытые курсы». И выбираем «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочих местах». Прежде чем приступить к изучению материала, необходимо зарегистрироваться. По завершению обучения, успешно прошедшим тестирование, будет выдан электронный сертификат установленного институтом образца. В разработке содержания обучающего модуля и вебинаров приняли участие методисты Коми Республиканского института развития образования Ирина Дмитриевна Новикова, Марина Владимировна Твердова и специалисты Центра СПИД. Это главный врач Сергей Сергеевич Поган и заведующий отделом клинической эпидемиологии Елена Петровна Михеева, которая сегодня проводит наш первый вебинар. Итак, Елена Петровна, вам слово. Добрый день. Первое занятие будет посвящено тому, что такое ВИЧ-инфекция, что такое СПИД, пути передачи и как защитить себя от этого заболевания. Некоторые законодательные вопросы освещаются. Что такое ВИЧ? ВИЧ – это название сокращенное, обозначающее вирус иммунодефицита человека. Этот вирус медленно вызывает ослабление, а затем полное прекращение одной из жизненно важных функций организма человека – это иммунитет. ВИЧ-инфекция – это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфицированный – это больной этим заболеванием.
ВИЧ проявляется не сразу, а в течение длительного времени больной может сохранять свое здоровое состояние и даже не думать и не знать о том, и не подозревать, что у него есть это заболевание. Что такое СПИД? Врачи отмечают несколько стадий заболевания, точнее 5 стадий заболевания. Последняя стадия ВИЧ-инфекции называется стадией СПИДа. СПИД – это комплекс симптомов или называется синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД обусловлен значительным ослаблением или прекращением иммунной системы организма и проявляется самыми разными различными заболеваниями. Сочетание нескольких заболеваний называется синдромом. Если не применять современные средства, то больной ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа может прожить от 1 до 2 лет. Специальные средства лечения. Пути заражения и источник инфекции. Как видно из определения, ВИЧ-инфекция – это заболевание заразное, передающееся или инфекционное заболевание. Источником заболевания является больной человек или ВИЧ-инфицированный во всех стадиях. Так как вирус ВИЧ способен паразитировать только в организме человека, то, соответственно, передается только от человека к человеку. Не случайно этот вирус называется вирусом иммунодефицита человека. Чрезвычайно важным является то, что с момента заражения ВИЧ-инфицированный при определенных условиях может передавать его другим людям. Вирус содержится во всех биологических жидкостях человека. Но опасными в плане заражения являются кровь и компоненты крови, сперма, влагалищная жидкость, и ВИЧ-инфицированная мама может передать ВИЧ-инфекцию своему ребенку при грудном вскармливании и процессе беременности. Соответственно, пути заражения обозначаются как кровно-контактный, половой и от матери ребенку или вертикальный. Как я сказала, что все биологические жидкости человека содержат вирус ВИЧ. Но только для взрослых опасным являются 3 биологические жидкости. Это кровь и компоненты крови, сперма и влагалищная жидкость или вагинальный секрет. Для детей опасным является еще грудное вскармливание или при контакте с грудным молоком ВИЧ-инфицированной матери. Хотелось бы немножко расшифровать, что такое кровно-контактный путь передачи. И он на сегодня, то есть из кровно-контактного наркоинъекционный, является лидирующим за весь период наблюдения путем передачи ВИЧ-инфекции как в нашей стране, так и в республике. К кровно-контактному пути относятся потребление инъекционных наркотиков через общую иглу, шприц или емкость, манипуляция с нарушением целостности кожи-покровов, это татуировки и пирсинг, переливание крови или ее компонентов, пересадка органов, парентеральное вмешательство, выполняемое загрязненными инфицированной кровью инструментами. Из этого пути кровно-контактного основной путь заражения ВИЧ-инфекцией, как я еще раз повторяю, является это потребление инъекционных наркотиков. При переливании крови случаев заражения практически не зарегистрировано, потому что кровь и компоненты крови перепроверяются, обследуются на ВИЧ, карантинизируются, повторно перепроверяются. Все медицинские манипуляции в лечебных учреждениях проводятся при использовании одноразового инструментария, это шприцы, системы, иглы, скарификаторы, гинекологические зеркала или скальпели для операции. Что касается многоразового инструментария, то используется один инструмент для одного пациента, и далее они обрабатываются, то есть проходят 3 этапа обработки: дезинфекция, предстилляционная очистка и стерилизация. Поэтому у нас нет случаев заражения ВИЧ-инфекцией в медицинской практике, а все-таки основной 50% в республике зараженных – это при потреблении инъекционных наркотиков. Второй путь заражения – половой. На сегодня половой путь
И за последние, скажем, 5 лет как в стране, так и в республике занимает ведущее место по распространению ВИЧ-инфекции среди населения. Если за весь период наркоинъекционный лидировал, то сейчас, последние 5 лет, мы видим отчетливо по нашим пациентам, что первое место по заражению занимает половой путь. Что входит в половой путь заражения? Это все рискованные половые контакты, незащищенные половые контакты, когда слизистые и кожа контактируют с кровью, спермой, вагинальным секретом партнера. Это раннее начало половой жизни, нетрадиционные интимные отношения. Особенно важно – это множественные и случайные половые контакты. Частая смена половых партнеров, половые контакты с потребителями инъекционных наркотиков или с лицами с заболеваниями, передающимися половым путем, продажа и покупка интимных услуг. Почему этот путь на сегодня стал очень высокий в плане заражения или частый в плане заражения? Потому что изменилось половое поведение, и вирус из групп риска вышел в общую популяцию населения. То есть сегодня возможен даже контакт с одним ВИЧ-инфицированным, один половой контакт с ВИЧ-инфицированным, и возможно заражение возможно заразиться ВИЧ-инфекцией. Особенно можно сказать, что сейчас заражаются лица старше 25, старше 30 лет. Почему? Потому что с увеличением возраста увеличивается число половых партнеров, и это всегда приводит к риску возможного заражения ВИЧ-инфекцией. Третий путь заражения – это вертикальный, мать-ребенок. То есть ВИЧ-инфицированная мама может заразить своего ребенка при беременности. Это очень важный этап, когда можно защитить еще ребенка для того, чтобы он не заразился, в процессе родов и при кормлении грудью. У нас будет проводиться еще один вебинар по профилактике ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Но хочу сказать, что на сегодня есть способы и средства для профилактики ВИЧ-инфекции от матери ребенку. То есть ВИЧ-инфицированные мамы на сегодня могут рожать неинфицированных детей. Причем бывает так, что оба половых партнера, и мама, и папа ВИЧ-инфицированы, но ребеночек при получении профилактических антиретровирусных препаратов, которые назначают наши врачи, может родиться и не быть ВИЧ-инфицированным у этих родителей, у ВИЧ-инфицированных родителей. Какие же способы профилактики? На сегодня, в общем-то, довольно изучено хорошо, как я сказала, механизм пути передачи ВИЧ-инфекции. И защититься от этого заболевания очень легко и просто. Каждый человек может себя защитить от этого заболевания. Каким образом? Это достаточно предотвращать контакт с кровью, спермой, вагинальным секретом другого человека. Это значит здоровая кожа, слизистая, здоровые зубы, исключить рискованное половое поведение, не допускать рискованных поступков, исключить незащищенные половые контакты, пользоваться презервативом каждый раз при любом половом контакте, особенно если это незнакомый вам половой партнер. Никогда не употреблять наркотики. Если вы потребляли наркотики, то необходимо прямо сегодня прекратить их потребление, поскольку через наркотические вещества возможен огромный риск инфицирования. Хочу сказать, что, в общем-то, вся информация говорит о том, что заражение ВИЧ происходит в результате неправильного, рискованного поведения людей. То есть те люди, которые ведут здоровый образ жизни, они никогда не заражаются ВИЧ-инфекцией. Рискованного полового поведения, даже одного поступка или незащищенного секса, когда кожа и слизистая контактируют с кровью, спермой, вагинальным секретом партнера, возможно инфицирование. Так же, как и потребление инъекционных наркотиков с использованием общих инъекционных принадлежностей. Не только шприц и емкость, шприц и игла, но и общая емкость. Через общую емкость тоже возможно заражение. Заражение взрослых обуславливает возможность рождения ВИЧ-инфицированных детей.
Но на сегодня, как я сказала, что мама с ВИЧ-инфекцией при том случае, если она встает на диспансерный учет у доверенного врача на территории или приходит к нам центр СПИДа, встает на учет, она может рожать здорового, неинфицированного ребенка. По Конституции ВИЧ-инфицированные обладают всеми правами и свободами, как любой гражданин нашей страны. Существует закон номер 38 от 30 марта 1995 года о предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ. Любой человек может обследоваться на ВИЧ-инфекцию в любом лечебном учреждении или по месту жительства, или при желании обратиться в другое лечебное учреждение и обследоваться на ВИЧ-инфекцию бесплатно. То есть все лабораторные исследования проводятся на ВИЧ-инфекцию бесплатно, если он гражданин нашей страны. Платное обследование только для иностранных граждан. В соответствии с 14 статьей «Права ВИЧ-инфицированных при оказании медицинской помощи» хочется сказать, что ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по клиническим показаниям. При этом они пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством. То есть абсолютно все и оперативные лечения, и терапевтические лечения, и какие-то обследования проводятся как любому гражданину без ВИЧ-инфекции. В соответствии со статьей 17 того же закона «Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных». В этой статье говорится: не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательное учреждение, оказывающее медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как ограничение жилищных и иных прав, законных интересов членов семьи ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено настоящим федеральным законом. Но кроме тех прав, которые существуют для ВИЧ-инфицированных законодательно, конституционно и законодательно, есть еще и рассматривается еще Уголовный кодекс, есть такая статья 122 Уголовного кодекса, где говорится: заведомое поставлением другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или заражение другого лица ВИЧ-инфекцией наказывается судебными исполнительными органами арестом от 3 до 6 лет, либо лишением свободы до 5 лет, в зависимости от того, как будет решено в судебном процессе этот вопрос. Каждый ВИЧ-инфицированный, когда приходит и встает на диспансерный учет, ему сообщает доктор об этом диагнозе, он подписывает документ о том, что он извещен о своем диагнозе, и с этого момента он не должен никого нам заражать. То есть он не должен заражать окружающих по контакту с кровью, другими биологическими жидкостями, половым путем. И если он заражает, то есть человек, который заразился, он может привлечь его к уголовной ответственности, если его ВИЧ-инфицированный не предупредил о своем заболевании, потому что заболевание серьезное, прогрессирующее и при отсутствии лечения приводящее к смерти человека. Серьезное достаточно заболевание, поэтому существует такая статья Уголовного кодекса. Заразиться ВИЧ-инфекцией очень сложно. Достаточно легко не заразиться ВИЧ-инфекцией. То есть правила очень простые. Когда вы разговариваете, общаетесь, вместе питаетесь, вместе работаете за общим столом, за общим компьютером, дружите с ВИЧ-инфицированным или ходите с ним в бассейн или в баню, посещаете какие-то общие спортивные соревнования, таким образом заразиться ВИЧ-инфекцией невозможно. Хочу сказать, что на сегодня верность – это лучшая защита от ВИЧ-СПИДа. По любым вопросам вы можете обратиться к нам в Центр СПИДа, если вас заинтересовало, по телефону 21 18 24.
Спасибо за внимание. Благодарю за внимание.